Двое студентов историко-географического факультета ЧГУ вернулись из экспедиции «Крым-2018», которая прошла под эгидой путешественника Федора Конюхова. Организаторами также выступили Севастопольский госуниверситет и Русское географическое общество. На исследование у полуострова у чувашских студентов была всего неделя. Что они успели увидеть за это время и багаж каких навыков и впечатлений привезли на родину, ребята сегодня рассказали Наталье Егоровой. Третьекурсники Виктор Краснов и Сергей Алексеев перед тем, как попасть в состав экспедиции, прошли жесткий отбор. Они представили свои исследовательские работы. К тому же им уже приходилось выезжать на Суру, Волгу и в район Финского залива. Молодые люди попали в пеший отряд. Был еще и морской, но туда были отобраны в основном местные. Экспедиция стартовала в Севастополе. Маршрут начался у нас с города Керчи. Мы поплыли на парусника Мари-2. Потом от Керчи в Феодосию, с Феодосии в Алушту, потом в Судак. Грандиозный проект «Крымская кругосветка» был задуман для популяризации исторического и культурного наследия полуострова. У студентов из Чувашии была задача провести историко-географические исследования. Они останавливались в разных городах, осматривали окрестности и многое для себя отмечали. Цель экспедиции – написать научную работу «Перипл», в котором отражены описания природы Крыма, его процессы геологические, климат, гидрографические условия, гидрологические условия. После этого исследования пишется книга на 3 языках – на греческом, русском и английском. Походной романтики, правда, им так и не пришлось испытать. Жили они в пансионатах. Готовились мы к походным условиям, даже брали палатку, коврики, котелки. Но у нас были такие хорошие условия, что нам ничего не пришлось делать. Они поднимались на горы Аюдак и Карадак, были впечатлены развалинами древних городов. Отложение мелового периода, посмотрели, как проходят абразионные процессы на берегах моря. Побывали в старой крепости Генуэзск. Мы для себя вообще Крым открыли. После побывали в крепости Каламита, древне заброшенной уже. Под Керченским мостом проплывали. Все время студентов сопровождали преподаватели географического института РАН, ученые со всей страны. Правда, Федора Конюхова студенты так и не увидели. Путешественник должен был присоединиться к другой команде, да и то на конечном этапе. Но в итоге крымская кругосветка обошлась без него. Виктор и Сергей уже хотят в новую экспедицию. Говорят, что недели было недостаточно. Но пока юношам необходимо обработать собранный материал и написать научно-исследовательскую работу, посвященную Крыму. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.